ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Универсальный спортивный комплекс на Тиманской футболисты МФК «Ухта» сдают ГТО. Профессиональные спортсмены проходят 8 этапов, среди которых упражнения с гирей, инопресс, наклон, челночный бег и часто вызывающие трудности подтягивания. На некоторых этапах дается не одна попытка, но таких немного. В основном готовиться нужно все же заранее. Правильное исполнение контролируют по двое судей на каждом упражнении. Работа у них очень важна. Ты видишь желание людей, которые прям стремятся сдать именно на золотой значок, а не на серебряный, на бронзовый, и специально приходят и сдают. И то есть это правда чувствуешь какую-то ответственность за людей, потому что ты принимаешь, то есть обязательно нужно принимать правильно, то есть чтобы не было поблажек там. Напишите мне, пожалуйста, там 45, потому что мне нужно 45 для золотого. Нет, обязательно сделал 42, значит, у тебя есть стимул сделать в следующий раз еще больше. Никто из ухтинского футбольного клуба ранее не пробовал силы в ГТО. Для всех сдача нормативов впервые. Несколько человек не допущены из-за травм или отсутствуют по семейным обстоятельствам. Итого себя испытывают 11 полевых игроков и тренерский штаб. Упражнения достаточно несложные. Любой человек, даже не подготовленный, может их спокойно сдать на бронзу, на серебро, на золото. А подготовленные спортсмены с легкостью должны сдавать на золото. Слова футболиста полностью подтверждаются. Все 13 человек нормативы сдали. По упражнениям, которые участники в полном составе сдали на золото, это наклон, пресс, оба вида бега. Для получения знака отличия ГТО спортсменам предстоит обязательно досдать бег на длинные дистанции и еще один вид. Скорее всего, это будет плавание. Только после этого они получат право на получение знака отличия.